Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Арктик Телеком, телекоммуникационный оператор, работает на территории нашей республики. Подразделения компании Арктик Телеком представлены во всех районных центрах республики. Компания является одним из крупнейших поставщиков эфирного телерадиовещания, а также предоставляет множество других цифровых сервисов. «Синергия Арктики» – социально ориентированный проект, в рамках которого планируется обеспечить широкополосным доступом в интернет 52 арктических и 34 труднодоступных населенных пунктов республики. Старт стратегическому проекту дал глава республики Айсен Николаев. Оператором проекта является компания Арктик Телеком. Об этом сегодня поговорим с гостем нашей студии Виктором Сергеевым, генеральным директором компании Арктик Телеком. Виктор Александрович, здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим с вами о масштабах проекта более детально. Да, проект «Синергия Арктики» является крупнейшим телекоммуникационным проектом, направленным на развитие инфраструктуры связи в арктических и труднодоступных территориях Российской Федерации. Безусловно, нужно отметить, что масштаб данного проекта отражается в уровне его поддержки. Как уже было отмечено, проект поддержан лично главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым. Активно продвигается Министерство инноваций и цифрового развития Якутии во главе с Анатолием Аскалоновичем Семеновым. На федеральном уровне проект является приоритетом для Минцифры России, а также курируется Советом Федерации. Ну и, наверное, одной из самых главных, в сентябре текущего года президент нашей страны, президент России, поддержал данный проект и дал старт его началу. Если говорить о деталях, то в целом задачей этого проекта является подключение всех арктических районных центров Якутии к высокоскоростному интернет-доступу. В цифрах это строительство более 7 тысяч километров волоконно-оптических линий связи в крайне сложных природно-климатических условиях, которые подключат 86 населенных пунктов, в которых проживают 72 тысячи жителей Якутии. При этом организуемая пропускная способность данных каналов связи составит более 1000 гигабит в секунду. В целом организуемые каналы покроют полностью все потребности жителей Якутской Арктики, различных видов бизнеса, ну и различных направлений. А вот если говорить о труднодоступных местностях, Арктика, Якутия, одни только Верхоянские хребты чего стоят? Вот как планируется прокладывать провода, получается, всю технику именно там? С какими трудностями инженерам придется столкнуться? Безусловно, как и любое строительство, строительство оптических линий связи в первую очередь сопряжено с детальной проработкой проектной документации. В этом направлении мы максимально тщательно подходим. Мы поработали с крупнейшими российскими институтами в области связи направления по разработке проектов. Это институты, которые имеют опыт работы в условиях Крайнего Севера. Они реализовывали такие проекты, как прокладка волос через реку Обь, через другие направления. Также работали в Камчатском крае, Якутии, ну и в других регионах Дальнего Востока. Здесь стоит отметить, что, безусловно, проект с технической точки зрения является достаточно технологически сложным. Это и прохождение, как вы сказали, гор, водных преград, это скальные грунты. И здесь мы видим, что большинство прокладки волос будет происходить в укладка в грунт. Это обусловлено тем, что данный вид прокладки обеспечит максимальную надежность линии связи. Если подходить технически, то реализовываться эти мероприятия будут так называемыми механизированными колоннами, в состав которых входят кабелеукладчики, различное другое вид оборудования. При этом мы планируем, что этих механизированных колонн будет множество на определенных участках линии связи. Это сделано для того, чтобы в максимально сжатые сроки реализовать данную линию связи. Стоит отметить, что кроме технологических решений стоит задача и по обеспечению оборудования. Данный проект собой предусматривает реализацию проекта полностью на 100% оборудовании российского происхождения. Мы здесь совместно с коллегами, с партнерами, заводами посетили их. Могу заявить, что сейчас производство на территории России позволяет обеспечить все необходимые потребности как и в оптическом кабеле, так и в головном и коммутационном оборудовании. А на какой стадии сейчас находится реализация проекта? Да, на сегодняшний момент на самом деле пройдена самая главная стадия. Стадия решения вопросов механизмов финансирования. В этом направлении между Якутией и Минцифрой России подписано соответствующее соглашение о реализации проекта и о совместном финансировании в равных долях.
Определенные шаги уже сделаны. А, Также, согласно поручению главы республики, в текущем году уже дан старт практической реализации проекта. Уже сейчас ведут строительные работы в Жиганском районе. До конца текущего года планируется подключить населенные пункты село Бестях, Баханой, а также районный центр село Жиганск. В целом данная линия связи Жиганского района охватит 1257 домохозяйств. И в дальнейшем планируется строительство линии связи уже по направлению в сторону Батагая, Батагая-Латы и в последующем подключение всех арктических районных центров к 2026 году. А как будет налажена логистика? Нет ли трудностей при поставке материалов? Да, при реализации такого масштабного проекта, безусловно, крайне важна логистическая связанность. Здесь мы планируем применять все возможные транспортные сообщения, которые у нас есть в Якутии. Это и доставка по автозимникам, это и доставка по водным бассейнам рек Лена, Яна, Колыма, а также использование Северного морского пути. Такая задача стоит, чтобы мы максимально сжали сроки исполнения и исключили риски по логистике. К примеру, могу привести то, что, например, в Жиганск мы реализовали линию связи с учетом доставки как раз по водному бассейну реки Лена, доставили речным транспортом. А вот в условиях внешнего санкционного давления появились ли какие-нибудь трудности? Вы знаете, в нашей компании уже достаточно долго реализуется программа по импортозамещению. Здесь мы идем достаточно уверенно. Как я уже отмечал, оборудование, которое планируется реализовать в рамках проекта, это 100% российское оборудование, как и оптический кабель, так и головное оборудование. И хотел бы еще отметить, что на самом деле в стране реализуется достаточно интересный проект по созданию завода оптического, по производству оптического волокна замкнутого цикла. Что это даст? Это даст, во-первых, больше объем производства волокна, но и самое главное, использование полностью отечественного сырья для его производства. А вот проект охватывает территорию 11 арктических муниципальных образований. Какова же роль муниципалитетов в реализации проекта? Роль муниципалитетов крайне большая. Мы с коллегами в текущем году проводили рабочую встречу с главами арктических районов. Был у нас достаточно конструктивный диалог. Коллеги предложили ряд направлений по улучшению характеристик проекта. В целом работаем мы достаточно активно. Это и по закреплению земельных участков, это и по созданию внутренних распределительных сетей доступа и развитию инфраструктуры. В целом коллег вообще призываю, на самом деле, к активному взаимодействию. Мы здесь абсолютно открыты, готовы к взаимодействию. Уверен, что при тесном нашем сотрудничестве все параметры проекта будут достигнуты в указанные сроки. Учитывая, что сейчас проект по прокладке линий волос реализуется в полной мере, наверное, такой простой житейский вопрос. Какая же максимальная скорость интернета будет доступна в районах, куда будет проведена связь? Да, действительно, сейчас есть определенные с этим проблемы именно в стоимости услуг связи для арктической территории. Это обусловлено применением технологий. Применяется технология спутниковой связи, достаточно дорогостоящая, а также имеет определенный ряд технических ограничений по скорости доступа и обмену трафика. В связи с этим, с приходом оптического волокна, будет кратное снижение стоимости услуг связи. Если сейчас диспропорция между центральной и арктической территорией Якутии достигает более чем 600 раз, то как раз эта диспропорция будет исключена. И жителям Арктики будет предоставлена полноценная возможность при существующих тарифах, условно как в городе Якутске, получать полный доступ в сеть интернет. Здесь не будет такой разницы, как, например, раньше платили за количество используемого трафика, будет фиксированная стоимость и будут платить пользователи раз в месяц. Все верно, абсолютно верно. Это будет предоставлен именно безлимитный доступ, без ограничения трафика. Ну и самое главное, будет расширен перечень цифровых сервисов. А вот какие возможности открываются перед арктическими районами в связи с появлением там высокоскоростного безлимитного интернета? Ну, самая главная возможность, безусловно, это открытие полной палитры цифровых сервисов. Как уже отметил, для каждого жителя, для каждой семьи это возможность подключения к интернету на скоростях от 100 мегабит и более в секунду. Это возможность онлайн-обучения, это применение телемедицины, это возможность дополнительного заработка в интернет-среде. Ну и, что я считаю самым главным, это возможность развития креативных компетенций, чем славится наша Якутия. А самое главное, это возможность развивать эти компетенции, находясь на своей малой родине, на своей родной земле,
в арктической Якутии. Вот, кстати говоря, о малой родине. Возможно, многие представители молодого поколения как раз-таки останутся у себя в населенных пунктах. А в целом, вот когда было объявлено о том, что будет проект реализован, поспешили ли к вам в Arctic Telecom молодые специалисты для того, чтобы начать вот эту работу? Да, на самом деле проект подразумевает под собой не только решение колоссальных технических проблем, но и создание крепкой команды с высокими компетенциями. Безусловно, под эгидой данного проекта команда нашей компании и наращивает свои компетенции, и обновляется. Средний возраст наших сотрудников на текущий момент составляет порядка 40 лет. На самом деле наши сотрудники представлены не только в городе Якутске, но и представлены по всем районам республики. И мы максимально будем двигаться и дальше, чтобы развивать компетенции в области информационных технологий, подтягивать в это направление не только наших сотрудников, но и всех непосредственных жителей, которые окружают нас. Мне остается только пожелать вам удачи в реализации ваших проектов. Благодарю вас, Виктор Александрович, за то, что нашли для нас время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.